ДКБ, которые пройдут. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении Москвы усилить военные базы в Таджикистане и Кыргызстане в связи с ситуацией в Афганистане. Заявление глава российского Минобороны сделал на фоне военных учений в Таджикистане «Региональное сотрудничество 2022» с участием стран Центральной Азии, США, Монголии и Пакистана. Планы Москвы об усилении военных баз в Центральной Азии Сергей Шойгу раскрыл на заседании стран ШОС в Ташкенте, заявив о растущей угрозе безопасности региона из Афганистана. Серьезным вызовом безопасности в Центральной Азии остается положение дел в Афганистане, где активизируются международные террористические организации, такие как ИГИЛ и Аль-Каида. В стране на фоне продолжающегося вооруженного противостояния ухудшается социально-экономическая ситуация. Насаждается идеология религиозного радикализма, процветает наркотрафик и трансграничная преступность. Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации. Наблюдатели отмечают, что данное заявление связано в первую очередь с ослаблением российского военного политического влияния в регионе Центральной Азии на фоне провала вторжения в Украине, а не с какой-либо реальной угрозой. Если бы существовала высокая угроза проникновения с территории Афганистана, то РФ не перебрасывала бы часть своего дислоцированного в Таджикистане контингента на войну в Украину. Безопасность региона беспокоит Кремль в последнюю очередь. Следующий план Маршалла как был реализован. Кыргызский политолог Адиль Турдукулов считает, что Москва удерживает точки напряженности, чтобы не потерять свое влияние в Центральной Азии. Примером этому, по его мнению, являются отношения между Талибаном и Душанбе. Шойгу, с одной стороны, говорит правильно о некоторых существующих вызовах в Центральной Азии. Одно из них – положение в Афганистане. Это очень опасно, особенно для Таджикистана, граничащего с ним. Потому что между Душанбе и Кабулом есть много проблем. Но в словах Шойгу скрыты другие причины, потому что в регионе слабеет геополитическое положение России. Мы видим, что страны Центральной Азии отдаляются от Кремля и стараются самостоятельно вести внешнюю политику. Москва была монополистом по политической и военной безопасности в регионе. Теперь они опасаются потерять свой козырь, и это их сильно беспокоит. Сейчас действия России направлены в сторону Украины. Это также участок противостояния с Западом. Возможно, если появится другой очаг конфликта, то Запад будет вынужден идти на переговоры с Россией. Поэтому у Москвы есть повод создать очаги конфликта в других регионах. Примечательно, что в российских СМИ сразу после заявления Шойгу появились публикации о том, что Талибан перебрасывает границы с Таджикистаном дополнительные силы и бронетехнику. Так, например, российские порталы «Авиапро» и «Военное дело» сообщают о том, что танки и другая бронетехника движения Талибан замечены движущимися в сторону границы Таджикистана. Речь идет о развертывании крупной группировки террористов в сравнительной близости от границы с этим государством, что может являться свидетельством того, что террористы подготавливаются к нападению на Таджикистан, отмечает издание «Авиапро». И Таджикистан никогда не останется один на один со своей...